Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Абхазия, Ардзинба, свобода. Выставка фотографий, презентация книги, посвященных 78-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Алашара, герои Донбасса. Шахматный турнир, посвященный защитникам ДНР, проходит в Сухуми. Выставка фотографий, презентация книги «Абхазия, Ардзинба, свобода», посвященных 78-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, состоялась в Центральном выставочном зале. В экспозиции, как известны всем работы Владимира Попова, так и новые фотографии из личных архивов Валерия Аршба и Геннадия Гагулия. Книга – сборник материалов о Владиславе Ардзинба, публиковавшихся в газете «Новый день» с 2004 по 2012 год. Репортаж Надежды Боровиковой. Выставка, посвященная дню рождения первого президента Абхазии, это более 200 фотографий Владислава Ардзинба с раннего детства до последних лет жизни. Обширный архив, иллюстрирующий основные вехи становления независимой Абхазии и ее лидера, сначала как ученого-востоковеда, затем как политика и руководителя страны. Идея создания выставки принадлежит заслуженному работнику культуры Гугу Цеджикерба и народному артисту Кесоу Хакба. Все фотографии в основном это Владимира Попова. Ну, есть там немецкие и другие, но в основном тогда Заур Джотович Ардзинба почти выкупил у него все эти фотографии, и мы сделали тогда 170 фотографий и фотоальбом первый. Вот сейчас Гугуца сделал объявление и собрала 100 с чем-то фотографий новые, которые, у Валерия Шаловича, вице-президентом, который был при Владиславе Григорьевиче, семья Гагули Геннадия Леонидовича, премьер-министром, который работал. Очень хочется сохранить все эти фотографии. Каждый день сегодня каждая фотография Владислава становится ценным по содержанию, по красоте. Везде он такой живой. Он действительно общается. Вот у меня такое ощущение, знаете, почему я с удовольствием делаю? Вот я делаю, я смотрю, я с ним общаюсь. Вот если мы будем общаться с ним, он будет возвращать нас к совести, к доброте, к мужеству, к человечности и к огромной любви к собственному народу и стране. Сергей Шамба помнит многие события из тех, что запечатлены на фотографиях. Во многих он принимал участие сам. Встреча Владислава Ардзинба с политическими деятелями в Абхазии и за ее пределами, драматические события периода Отечественной войны народа Абхазии и последний визит Владислава Ардзинба в Грузию в 1997 году, где он встречался с Эдуардом Шеварднадзе по инициативе Евгения Примакова, бывшего тогда министром иностранных дел России. У Примакова был свой проект, который назывался «Общее государство». Как он считал, это с большим элементом конфедерации. И вот я был в делегации этой. Это вот в Тбилиси мы находимся. И на даче в Карцанисе дача государственная, там была эта встреча. И так организовали, что Шеварднадзе и Ардзинба отдельно вдвоем в комнате сидели, разговаривали, а я с Примаковым тоже отдельно разговаривали на веранде. Тогда как раз вот родился такой документ, о котором сегодня вот редко вспоминают. Но на самом деле это очень важный документ, потому что он подписан двумя президентами. Это я не думаю, что в ближайшее время возможно подписание на таком уровне каких-то документов между Грузией и Абхазией. А этот документ, который назывался, правда, заявлением, он как раз в нем говорилось о том, что стороны отказываются от применения силы и угрозы применения силы, и все вопросы, которые существуют между сторонами, решать путем диалога и переговоров. Сергей Шамба вспоминает также визиты российского бизнесмена Бориса Березовского. В детстве он часто отдыхал с родителями в Очамчире, затем приезжал уже без родителей в Пицунду, а в конце 90-х пытался содействовать урегулированию конфликта, конечно, не без коммерческого интереса. Я его встречал, когда он прилетел на своем самолете, реактивный такой самолет небольшой, Гольфстрим. Мы его встречали с Вячеславом Михайловичем Сукбо в Адлере и на вертолете.
И на вертолете мы обратно летели, когда и над Пицундой, когда пролетали, он так смотрел в иллюминатор. Я тоже посмотрел, и сверху было так все вроде ухожено, так казалось красиво. И он говорит мне, у меня, говорит, семья живет во французской ривьере. Я, говорит, на уикенд летаю, говорит, к семье и к понедельнику возвращаюсь на работу. Говорит, там, конечно, говорит, инфраструктура лучше, но у вас лучше природа. Если мы найдем какое-то решение конфликта с Грузией, я сделаю здесь лучше, чем французская ривьера. И на самом деле потом были его попытки, но это сейчас отдельный разговор, наверное, он приезжал в Тбилиси, потом приезжал в Сухумы. У нас была встреча такая солидная в Афоне, когда приехало все руководство Грузии, кроме Шеварднадзе все были. И с нашей стороны все руководство Абхазии было. И вот вели переговоры тоже. К чему-то приблизились на самом деле. Ну, это отдельный разговор. Народный артист Кесоу Хагба признает, что фотография – это особый жанр искусства и показывает свои любимые снимки. В основном это те, где фотографу удалось поймать характер, настроение Владислава Ардзенба. Еще есть одна фотография, которая там мне нравится. Вот когда он как ястреб, да, вот хищник, когда он вдалбывает ту правду, которую он хочет, и как он работает, и как весь зал держит, чувствуется. Да? Это же надо же было, большинство зала грузины сидели депутаты. И в этой ситуации выиграть, делать с ними гимн Абхазии, флаг Абхазии, эмблему Республики Абхазии, но это он только мог делать, конечно. Этот человек столько преодолел. И это, вот когда начинаешь вспоминать, и когда начинаешь вот это все смотреть и читать, это, знаешь, нельзя верить, что он мог вот это все делать. Оказывается, он делал с большим удовольствием. Он счастливый был, что он вот так любил это, спасти народ и освободить, и это делал с удовольствием. Дай Бог, чтобы у нас так мы каждый делали. И можно и заработать деньги, и джип можно купить, и стать президентом, но такой любви к собственному народу и к земле, если не будет, ничего полезного мы не сделаем. Историк Аслан Авецба выступил в роли составителя книги «Сборника материалов о Владиславе Ардзенба», опубликованных с 2004 по 2012 год в газете «Новый день» на абхазском и русском языках. С 2004 по 2012 у нас вместилось очень много событий и очень много подходов к этим событиям. И вот материалы этой газеты в какой-то степени показывают нашу недавнюю историю. Там в основном говорится об отношении людей к Ардзенбу. Естественно, люди, плохо относившиеся к Ардзенбу, не публиковались, но в их публикациях кое-где встречается и хотя бы в какой-то степени, что к нему иногда у нас относились несоответственно национальным лидерам. Вот, в истории так бывает. Народ иногда, впадает в заблуждение и начинает уничтожать своих героев. Но от этого герои не перестают быть героями. Еще до открытия выставки организаторы подготовили 150 подарочных экземпляров книги о Владиславе Ардзенба для гостей мероприятия. Буквально за 10 минут загруженный стопками стол опустел. Многие брали по 2 экземпляра. Чтобы наша съемочная группа смогла сделать кадр, Кесоу Хагба вынес еще одну упаковку, и за ней мгновенно выстроилась очередь. Впоследствии он еще не раз ходил за новыми книгами. Так много было желающих получить свой экземпляр. Наверное, это один из многих показателей народной памяти и любви к первому президенту Абхазии, которому в этом году могло исполниться 78 лет. Надежда Боровикова, Сосрыква Гуха, Абаза ТВ. С инициативой присвоения имени первого президента Абхазии Владислава Ардзенба Абхазскому государственному университету выступил на своей странице в сети Facebook директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Вячеслав Чирикба. Он задал неимоверно высокую планку для абхазского политического проекта создания независимого государства и блестяще его осуществил, выиграв жестокую войну с Грузией, заявив об Абхазии как о новом субъекте международного права, пишет в частности Чирикба. Соответствующее официальное письмо от имени Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия направлено на имя президента, премьер-министра и ректора АГУ.
Трагедия на дороге. 5 человек в возрасте от 25 до 35 лет погибли в ДТП в селе Абгарху Гудаутского района. Авария произошла поздно вечером в субботу 13 мая. Водитель машины не справился с управлением и врезался в бетонный забор. В связи с происшедшим министр внутренних дел Вальтер Будба освободил от занимаемых должностей начальника ГАИ Родика Базба и его заместителей. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. Министр внутренних дел Вальтер Будба провел экстренное совещание по вопросам дорожной безопасности. В совещании принял участие заместитель министра, курирующий направление милиции общественной безопасности Бесланчкадуа. Также были приглашены руководители городских управлений и районных отделов внутренних дел, заместители начальников ГОР-ОВД по направлению МОБ, начальники подразделений госавтоинспекции. Вальтер Будба обозначил остро стоящие вопросы в связи с имевшим место накануне дорожно-транспортным происшествием в Гудаутском районе. Об обстоятельствах ДТП доложил начальник управления ГАИ Родик Базба. Товарищ министр, уважаемые коллеги, вчера 22:20 в районе сельской местности, это сельская дорога. На первом километре проселочной дороги в селе Абгарху Гудаутского района в половине 11 вечера водитель 94 года рождения не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, совершил наезд на бетонный забор. В результате ДТП 4 пассажиров и водитель были доставлены в районную больницу, где от полученных травм скончались. Все погибшие молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Сотрудники ГАИ в это время тоже проводили рейдовые мероприятия. Проводили они в районе поста Приморский, в районе Донбосского поста. В связи с имеющими место обстоятельствами министр внутренних дел принял ряд кадровых решений. Освободить от занимаемой должности начальника ГАИ и двоих замов. Освободить от занимаемой должности начальника ГАИ Гудаут. Временно исполняющим обязанности начальником ГАИ назначить подполковника Иналыкова, начальника управления кадров. Подготовить предложение совместно с курирующим заместителем министра. Начальнику управления кадров министром поручено подготовить предложение замещений иных должностей. Начальник милиции объявляется вам выигрывать. Хочу, чтобы знали, все будут нести ответственность за происшествие на своей территории. Не всегда должен страдать один начальник ГАИ. Заместители также вместе с ним должны участвовать. Вальтер Будба, обозначив основные задачи сотрудникам, ответственным за обеспечение правопорядка, особо отметил необходимость личного контроля за несением службы на подведомственных территориях. Я понимаю, что охватить поселочные дороги, наверное, это очень сложно. Теми силами и средствами, которые у нас есть. Но ответственность должна быть. Я предупреждаю всех начальников горрайона, всех начальников ГАИ. Относитесь к своим обязанностям с большей ответственностью. За каждую ДТП будете персонально нести ответственность. Будете отвечать перед курирующими замами и передо мной. Перед народом, в конце концов. Мы будем все вместе отвечать. На нас возложены обязанности, которые надо выполнять. Охватить даже надо то, что очень сложно сделать. Далее в рабочем порядке на совещании были подняты вопросы практики применения внесенных изменений в законодательство, ужесточающих ответственность за нарушение правил дорожного движения, в частности, за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Заместитель министра Бесланчкаду отметил, что важнейшим результатом в обеспечении правопорядка на дорогах является осознание всех участников дорожного движения ответственности за свои действия и понимание неотвратимости наказания за совершаемые нарушения. Все начальники ГАИ и все руководство, в принципе, кто за это отвечает, все здесь. Но есть объективные вещи. Мы можем сколько угодно ужесточать законодательство, поднимать штрафы и так далее. Если не будет неотвратимости наказания, если они не будут чувствовать, что за это они подлежат административному или другому какому-либо наказанию, ничего у нас не изменится. Можно и 130 тысяч делать штраф, но если он не будет нести ответственность, если он не будет чувствовать страх перед законом, то у нас сегодня есть реальная проблема, уже которая принимает, не знаю, масштабы национальной беды. 5 человек
в возрасте от 25 до 35 лет в течение там, одной минуты мы потеряли. Ну, здесь нужно чуть-чуть и призвать себя, и нас всех какой-то совести. Мы же тоже понимаем, это же... Руководителям подразделений госавтоинспекции полковник Чкаду обозначит необходимость более серьезного ведения административной практики, оперативного обмена данными учетов нарушений ПДД при оформлении соответствующих постановлений и привлечении водителей к должной ответственности. Как отметил министр внутренних дел Вальтер Бутба, на сегодняшний день увеличивается техническое оснащение для контроля транспортного движения, автоматизируется система учетов всех данных водителей автотранспортных средств, и требования к сотрудникам также растут. Беслан Чкаду, говоря о требованиях к сотрудникам ГАИ, несмотря на недокомплект личного состава, сформулировал основные направления в служебной деятельности, правовой грамотности, дисциплине и ответственности. В завершении совещания министром были обозначены основные направления усиления профилактики дорожной безопасности, а также расстановки сил и средств в преддверии летнего курортного сезона. Управление внутренних дел по городу Сухум обращается к водителям с призывом о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Уважаемые граждане и гости Республики Абхазия, Управление внутренних дел по городу Сухум обращается к водителям с призывом о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Садясь за руль транспортного средства, не нарушайте правила пользования ремнями безопасности. Не превышайте скоростной режим. Не управляйте транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. А также не нарушайте установленных норм тонирования стекол. Будьте предельно внимательны, осторожны и уважительны к другим участникам дорожного движения. И помните, любое отступление от правил дорожного движения приводит к непоправимым последствиям. Большую обеспокоенность руководства Управления внутренних дел по городу Сухум вызывает ситуация с дорожно-транспортными происшествиями и культура вождения наших граждан. За 4 месяца 2023 года выявлено 5650 нарушений правил дорожного движения. За управлением автотранспорта в нетрезвом состоянии составлено 382 административных протокола. Растонировано 77 автомашин. Возбуждено 6 уголовных дел по дорожно-транспортным происшествиям. Из них одно со смертельным исходом. Оштрафовано за нарушение правил дорожного движения по протоколам на сумму свыше 5 миллионов рублей. Лишено прав вождения 171 человек. Оштрафовано 151 человек. Передано на рассмотрение в службу судебных исполнителей 296 материалов. Из них по статье 119, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия 186, по которым вынесено постановление. Для выявления нарушителей ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. Совместно с Центральным аппаратом управления ГАИ Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Основными причинами нарушений правил дорожного движения являются превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил маневрирования, управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Немаловажную роль играет отсутствие в городах и районах нормальное покрытие дорог, оставленные открытые люки, отсутствие необходимого количества дорожных знаков. Генеральная прокуратура Абхазии направила международные поручения в компетентные органы России с просьбой оказать правовую помощь в оценке эффективности и обоснованности договоров, заключенных по ремонту высоковольтной линии Ачгуара. Об этом рассказал замгенпрокурора Руслан Тарба. Он объяснил, что проверка информации о финансовых нарушениях во время капремонта линии продолжается, но дать заключение невозможно без ответов российской стороны. Поэтому процесс затягивается. Так как документы по проекту подписывались высшими должностными лицами, в России проводится отдельная проверка. Делегация Генеральной прокуратуры Республики Абхазия во главе с генеральным прокурором Адгуром Аграба посетила Республику Татарстан. В ходе визита проведены встречи с прокурором Республики Татарстан Ильдусом Нафиковым, его заместителями. Стороны обсудили актуальные аспекты сотрудничества надзорных ведомств. Россиянин пытался незаконно вывезти из Абхазии до 15 600 сигарет, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. Абхазские таможенники обнаружили контрабанду в ручной клади, продукция изъята. Тренинги по повышению квалификации сотрудников по работе с неразорвавшимися боеприпасами прошли в МЧС Абхазии. Они проводились
Представителями Международного комитета Красного Креста, сообщает пресс-служба ведомства. Лекционный курс с подробным разбором специфики обезвреживания того или иного взрывоопасного предмета сочетался с практическими занятиями на полигоне. По окончании обучения участникам тренингов были выданы сертификаты международного образца. Международная повестка. Выборы президента в Турции. После обработки 99,9% бюллетеней ни один кандидат не набрал нужного количества голосов для победы на выборах президента Турции. По последней информации ЦИК Республики, за действующего президента Эрдогана проголосовали 49,34% избирателей, за Кылыч Дароглу – 45%. Кроме того, в Турции 14 мая состоялись и парламентские выборы. Депутатом парламента Турции избран бывший депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия, представитель абхазской диаспоры Турецкой Республики Таали Хватыш. Печальная весть. На 76-м году ушел из жизни заслуженный артист Республики Абхазия, журналист, публицист Валерий Ладикович Чулария. Он автор более 10 книг о деятелях культуры Абхазии. Вместе с госансамблем народной песни и танца побывал на гастролях во многих странах мира. Описал все успешные выступления коллектива в Азии, Африке и Латинской Америке в своих многочисленных статьях. Более 10 лет работал главным редактором газеты «Культура и жизнь». В 2009 году за большие заслуги в развитии народного искусства и значительный вклад в становление государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия». Министерство культуры Республики Абхазия выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Ушла из жизни заслуженный врач Республики Абхазия, министр здравоохранения Республики Абхазия в 1999-2005 годах, кавалер Ордена Дружбы народов 1986 года Людмила Борисовна Авицба. Министерство здравоохранения Республики Абхазия выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Авицба. Продолжаем выпуск. На соискание премии имени Георгия Дзидзари выдвинуты 8 фундаментальных